Это можно назвать настоящей чугунной лихорадкой. Воровство крышек канализационных люков принимает угрожающие масштабы. В такую ловушку попадают и взрослые, но чаще дети. На этой улице в Магасе, которая выходит на центральную мечеть, зияющие дыры буквально на каждом шагу. И таких открытых люков и ливневок только на этой улице мы насчитали около 20. Дальше сбились со счета. Эта улица на окраине столицы хоть и не считается оживленной, но таких случаев в городе немало. И все бы ничего, только вот в один миг все может закончиться летальным исходом. А все из-за того, что кто-то на этом делает бизнес, ворует и продает крышки, не задумываясь о последствиях. Сказал бы тем людям, которые воруют эти люки, завтра могут оказаться там их родственники, дети, близкие, даже и знакомые. Ну, там, родня своя, семья. Они должны в первую очередь подумать о них, чем воровать. Вот они сдадут их, там, 20 рублей, 100 рублей. Неужели это 100 рублей дороже, чем человеческая жизнь? Их же, вот это люки, они же по размеру делают же. Их же не так просто вот так кладут. Их же надо где-то изготовить, сделать, положить же. Неужели у них совесть нет? В среднем заворованный люк в пункте по приему металла дают до 600 рублей. Хотя это запрещено, некоторых ничего не останавливает. Мы провели эксперимент и позвонили. И первый же приемщик согласился забрать у нас люки, даже не поинтересовавшись их происхождением. Алло. Алло, салам алейкум, брат. Валейкум ассалам. Металл дачи идояш. Ля иду фейра, до клиента. Да, ца щеколюк дорогус чугунный. Мала мяха худеш и адрес хади асюк хадуагуш. Адрес асхатей дон мяхаш уздиш. Ажа, короче. Примерно мала мяха худа, цалюк дес чугунный, вот старый хуливен цалюк. От 300, короче, 600 штук. Изыч махода. Кажется, таких людей совсем не интересует, что в один из открытых колодцев может упасть, например, их собственный ребенок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам, попавшим в коммунальную ловушку, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного». машина, тем более халк более тихвали, машина чого зумдеш метгекс, ищемды баймах цеишлухамды, исламдыкс. В сети интернет из года в год появляются фотографии самых разных случаев. То автолюбителей, угодивших прямо в яму, то душераздирающие кадры с теленком, которого чудом удалось вытащить. Там, где ходят люди, они стыдливо прикрыты деревяшками. Незначительное по меркам Уголовного кодекса воровство в Магасе приобрело масштаб стихийного бедствия. Люк возле 40, 50, договоря вагвасти люкш. Бокол на где гордорс лештичар именно. Мы лешти люкш бокол. А рехал дат приял тумара. Ах дат что хавал люка. Ял бят ял тумбанчи фудилер сенлеш на ба амбо шорт ба амбо. Бокол той гервей кезик наоборот отдох гервей 20 люкш. Там, где нет большой нагрузки, вместо украденных чугунных люков монтируют пластиковые, но они, увы, недолговечны. Не везде выдерживают и бетонные. Проблема с кражей металлолома на контроле у исполняющего обязанности мэра столицы. Ее планируют решить за счет внебюджетных средств совместно с водоканалом. Глава Магасир, глава за поручение проверки визуально. По улице Нальгиева, по улице Базоркина. Кавалая, даже проспект Зязикова, такой люкш. Такой же, ардина, такой же лат, ждать или хатиш балу, а специально бог без секса здесь уж хамдатс. Каждый день 20 люкш. От селха ваха, боглой арбяха, проверки таяс. 40 ледовки, 15 люки, уже 20. Одни закрывают, другие воруют. Замкнутый круг продолжается. Но так или иначе в администрации города заверили, каждая яма будет закрыта. Но надолго ли? Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.